Пожалуй, никогда еще бытовой школьный инцидент, который педагоги обычно решают, вызывая родителей, не обсуждался на уровне парламента. Школы и дальше бы решали такие конфликты самостоятельно, если бы не депутат Тазабек Икрамов. Накануне парламентарий, используя время, данное ему для озвучивания проблем избирателей, сообщил, что в 61-й школе Бишкека учитель избил ученика за то, что родители мальчика отказались покупать педагогу бытовую технику. Людмила Анатольевна. Ко мне обращаются родители, которые жалуются на завуча 61-й школы города Бишкек, которая побила второклассника. Учительница потребовала от родителей сделать ей подарок на День учителя в виде стиральной машины-автомат, цена которой составляет 25 тысяч сомов. После того, как отдельные родители отказались собирать средства на подарок, она побила ученика 2 класса. Теперь ребенок боится ходить в школу, а угрозы его родителям со стороны учителя еще продолжаются. В 61-й школе, говорят, инцидент с мальчиком действительно был, но совсем не такой и не по той причине, которую пытается представить народный избранник. Людмила Макарова – та самая зауч, которая по версии Тазабека Икрамова или по версии людей, рассказавших эту историю депутата, побила второклассника. Рукоприкладством, уверяет женщина, она не занималась, а уж о стиральной машине вообще услышала впервые. По словам зауча, она лишь успокоила ребенка, который пытался избить одноклассника. Тут я увидела, что Раскельды стал, не то что наносить побои, а метиться мальчиком, метиться ногой, делать такие порывы, пнуть своего одноклассника в области паха. И поэтому вышла, сделала ему замечание. Так как я вела урок, я не была ни в гневе, допустим, ни в каком-то таком расстройстве, чтобы выйти и, как мама утверждает, я его побила. Да, я его взяла за руку выше локтя и сказала, что ты делаешь, ты вообще понимаешь, что ты делаешь. И конфликт с родителями по поводу данного инцидента был улажен. Мама ребенка на следующий день переговорила с заучем и выяснила причины инцидента. Однако депутат решил все-таки озвучить этот факт. Просил ли кто-то Тазабека Икрамова или это была его личная инициатива, неизвестно. Но то, что у депутата свои счеты с администрацией школы – факт. Еще в сентябре народный избранник пытался устроить в школу ребенка. Однако, получив отказ, начал насылать проверки. Конфликт начался в начале сентября. В конце августа он написал письмо на мое имя. Вот это письмо. С просьбой принять ребенка в 1 класс, но, к сожалению, мы в конце августа уже не принимаем в 1 класс, и большого приема у нас вообще в 1 класс не бывает. Я, естественно, отказал тому человеку, который пришел на следующий день после получения письма. Дней через 10 появилась информация в Акипресс о том, что в 61-й, 67-й и в 35-й детский сад при поступлении требуют 1500–2000 долларов. Естественно, нас это коллектив задело. Я попросил депутата, который там от Бишкека, посмотреть на эти заявления, потому что депутат сослался на 2–3 заявления. Естественно, депутат выяснил и сказал, говорит, Юрий Николаевич, его задело то, что он зампредседателя комитета по образованию и социальной политике, а вы не приняли его ребенка. Заступиться за администрацию школы и завуча, которые по данному факту теперь проверяют все от милиции до омбудсмана, решили родительские комитеты. Сегодня матери и отцы учащихся пришли на собрание, чтобы обсудить этот инцидент. По словам директора, административные меры к педагогу будут применены только в том случае, если будет доказана его вина. В отношении парламентария Тазабека Икрамова никаких мер принять невозможно. Статус депутата позволяет ему говорить все, что заблагорассудится. Игорь Потанин, Асхат Касымбеков, НТС.